Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые 4 года, начиная с 1996 года. Соревнования охватывают весь азиатский континент. Цель игр – пропаганда идеи олимпийского движения, развитие детско-юношеского спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества. Якутия признается в России основателем игр. В этом году «Дети Азии» вновь в Якутске. Как это будет, об этом поговорим. Гость в студии Михаил Сивцев, генеральный директор дирекции по подготовке и проведению 8-х игр «Дети Азии». Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в чем ценность проведения игр «Дети Азии» для республики? Ну, давайте первый такой вопрос, и достаточно он серьезный, на мой взгляд, и глубокий. Вот, кроме таких очевидных результатов, которые у нас получается по итогам игр «Дети Азии», это обустройство города, это строительство инфраструктуры. На мой взгляд, ключевая ценность заключается в том, что наши дети получают возможность больше общаться со своими сверстниками, имеет возможность уже в дальнейшем дружить. Это касается не только спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях, это касается и детей, которые участвуют в культурной программе. Более того, я бы здесь подчеркнул участников культурной программы и волонтеров, которые участвуют в этих играх. Они сегодня получают уникальную возможность быть соорганизаторами такого крупнейшего события, уже будучи молодым, юным гражданином своей республики и сопричастным уже к будущему. На мой взгляд, это самое ключевое. Ну и третий момент. Безусловно, на каждых площадках мы говорим о том, что игры «Дети Азии» – это такой масштабный проект, который получился благодаря поддержке всех жителей нашей республики, народа. И сегодня появляется возможность сплотиться еще раз. Ведь игры «Дети Азии» – это еще раз один из стимулов объединения и движения вперед. Вот расскажите о большой команде, которая занята в организации игр. Сколько человек работает? Ой, даже я счет потерял. Здесь мы не только дирекцией выступаем, дирекция она небольшим коллективом работает, но тем не менее скажу, что начиная с момента объявления о проведении игр «Дети Азии» в этом году, в настоящее время практически завершается подготовка 16 объектов. Если даже возьмем в одном объекте больше 100 человек, которые работают, плюсуем туда подрядные организации, которые ремонтировали, это только объекты проведения соревнований. У нас 27 объектов размещения наших участников. У нас более 30 объектов организации питания. Там повара, там у нас заведующие, там клининг, там у нас сервисы, там у нас администратор, там у нас костелянши. Это тысячи человек, еще плюс опять в этих объектах те люди, которые непосредственно занимались выполнением ремонтных работ. Я достаточно близко общался со многими подрядными организациями и очень, опять-таки, благодарен этим людям, которые в том числе приехали из других регионов выполнять определенные объемы работ. С удовольствием они с большим пониманием ответственности относятся к подготовке. Это тысячи людей, которые на сегодняшний день заняты подготовкой к играм «Дети Азии». У нас в Якутии что смогут увидеть спортсмены и волонтеры из других регионов в свободное от соревнований время? Во-первых, наши творческие коллективы занимаются подготовкой большому театрализованному событию в рамках церемонии открытия. Всего в культурной программе планируется участие около 4000 человек. На сегодняшний день в наших общежитиях, техникумов, подведомственных Министерства образования, Министерства труда уже проживает более 1000 детишек, которые приехали из творческих коллективов наших районов. Они подарят самый главный праздник. Еще на наших площадях по городу, в музеях тоже готовятся свои программы. Мы для участников, именно почетных гостей, представителей делегаций готовим
посещение нашего главного события, праздника Исых, местности Юсхатын, вот, в предстоящие следующие выходные. Ну и для жителей города мы тоже постарались сделать, на наш взгляд, интересную культурную программу, которая развернется на Комсомольской площади. Это у нас будет культурный парк. Мы запланировали, начиная с 1 июля, разные концерты по вечерам, вот, в зависимости от возрастной категории. Для молодежи отдельный артист, для среднего там, поколения мы якутских артистов привлекли. Конечно, это все делается во взаимодействии с Министерством культуры, комиссией по культурной программе. Вот. Ну и в утреннее время там не будет скучно для детишек, посетителей и парка, и Комсомольской площади будут работать отдельные развлекательные программы. Ну и кульминацией всего мероприятия на Комсомольской площади будет проходить чествование наших героев, победителей, призеров игр «Дети Азии», вручение им медалей. Ну, мы уверены, что будет масштабное мероприятие, конечно же, открытие игр, мы все его ждем. Вообще расскажите об особенности подготовки вот, 8-х игр «Дети Азии». Ну, первая ключевая особенность, во-первых, для нашего города за достаточно короткий промежуток времени удалось мобилизоваться, все-таки подготовиться. Вот. Очевидные результаты, вот, критиков много, но тем не менее по сравнению с прошлым годом наши фасады, наши улицы, наши тротуары, подъездные пути, они уже приведены в соответствие. Вот. Второй момент, все-таки постпандемийный период, он показывает уже отдельную динамику развития международного сотрудничества, невзирая на вот ужасы пандемии, ковидного протокола. Сегодня уже подтвердили участие более 20 стран, быть точным, 24 страны, плюс команды России планируют принять участие, это особенно для нас важно. Ну и третье, мы в рамках игр «Дети Азии», кроме культурной программы, разработали отдельные информационные системы управления нашим мероприятием. Теперь с точки зрения обеспечения безопасности, мониторинга функционирования спортивных объектов, дорожной сети, в принципе, это в системе управления мероприятием мы в режиме онлайн все 24 часа видим. Ну вот игры еще не начались, но, может быть, говорить об этом пока преждевременно, но все же, какие ожидания у вас, вот как директора дирекции от 8-х игр «Дети Азии»? Я скажу словами тех моих знакомых, с которыми посчастливилось работать в других регионах, которые принимали участие в играх «Дети Азии». Вот. Это очень крутое, яркое событие, которое у них осталось в памяти. Они гордятся тем, что завоевали медали, им верится, что это настоящее золото с настоящим бриллиантом, и мы ожидаем таких же ярких воспоминаний у всех наших участников. Ну, что касается горожан, да, во время проведения игр, на что будет интереснее всего посмотреть горожанам? Может быть, на какие-то отдельные виды соревнований? 24 вида спорта. Я не профессиональный спортсмен, тем не менее, как наблюдатель к каждому виду спорта с большим уважением отношусь. Они все интересные. Вот. Если смотрим на легкую атлетику, это туймада, достаточно яркое событие. Вот. Пулевая стрельба в национальной гимназии тоже очень зрелищная, именно с точки зрения наблюдения спортивных результатов. Баскетбол 3х3 на Комсомольской площади. Вот. Наши виды спорта масс-рестлинг, капсагай, стрельба из лука, в том числе на стадионе «Юность», они всегда проходят под отдельным таким именно гулом поддержки зрителей. Ну и в этом году мы впервые на площадках именно города Якутска в рамках игр «Дети Азии» подготовили спортивную презентацию, что означает это взаимодействие со зрителями, розыгрыши отдельные, общение ведущих, выступления черлидеров в паузах, ну и отдельных коллективов. Вот, кстати, на каких условиях якутяне смогут увидеть игры? То есть где-то нужно приобретать билеты или посещение будет бесплатно? Что касается билетов, то
Оргкомитетом принято решение, что все дети посещают спортивные мероприятия абсолютно бесплатно. Ну, конечно, для этого на нашем сайте Якутск 2024 нужно оформить так называемый бесплатный билет. Это обязательное требование. Вот, внести туда данные сопровождающих, то есть родителей, ну и с этим билетом прийти на любое соревнование и посетить это соревнование. Что касается стоимости билетов для взрослой категории, она достаточно символичная, от 100 до 200 рублей, если это у нас квалификационные какие-то встречи, то есть полуфиналы, финалы. Вот, обычные дни 100 рублей. А что касается церемонии открытия, ну, мы сегодня уже открыли продажу тоже на нашем сайте билеты на церемонию открытия и церемонию закрытия. Ну, до игр остается совсем немного времени, меньше недели. Вот, где якутяне могут узнать, например, информацию об истории игр, да, потому что это уже 8-е игры, в истории сохранились данные о соревнованиях предыдущих, вот где об этом можно узнать? У нас 2012 год является таким ключевым событием, вот, как игры «Дети Азии» и развитие продолжений. Вот, в 2012 году был учрежден Международный комитет «Дети Азии». Вот, учредителями являются Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России и правительство нашей республики. Международный комитет сегодня активно развивается, штаб-квартира находится в городе и есть свой отдельный сайт, который ведет статистику, историю хранит, и отдельная информация, регламенты, положения, требования проведения игр «Дети Азии», безусловно, хранятся на платформе Международного комитета «Дети Азии». Вот, там можно ознакомиться с историей, начиная с 1996 года, о медалях, фотографии, видеоконтент и так далее хранится там. Слушай, Михаил Петрович, у нас остается совсем немного времени. Что бы вы пожелали якутянам перед началом игр? Может быть, какие-то напутственные слова у вас будут? Ну, напутствие не могу я всем жителям республики сказать, но поблагодарить хочу всех. Осталось совсем чуть-чуть, вот, сплотиться, идти вперед до конца, встретить наших гостей, показать наше гостеприимство. Михаил Петрович, большое спасибо. Остается совсем немного времени. Мы все в волнении, ожидаем начала игр, будем за ними следить, будем их освещать. Желаем, чтобы все получилось на высшем уровне, и чтобы все результаты обязательно были достигнуты, ну и наша сборная заняли первые места. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.